Лучевой диагност, патомоморфолог, онколог, хирург, онколог. Делегация из Санкт-Петербурга солидная. Коми – первый регион, куда приехали специалисты медицинского исследовательского центра. За несколько дней им предстояло изучить всю организационную работу нашей онкослужбы, оценить оказание медицинской помощи людям, страдающих раком, и посмотреть, как реализуется региональная программа по борьбе с такими заболеваниями, как финансируется служба и, конечно же, наличие кадров. Кстати, коллеги из города на Неве уже приезжали сюда в прошлом году, и сегодня они могли сравнить, а что изменилось за это время. Положительная динамика, безусловно, есть, подчеркивают питерские специалисты. Повысился уровень оказания медицинской помощи, а именно пациенты Республики Коми, которые обращаются в онкодиспансер, они получают препараты более высокого уровня, более высокотехнологическую медицинскую помощь. Над этим работают специалисты наши и специалисты диспансера. Скажем так, диспансер старается двигаться в ногу со временем по оказанию лекарственной терапии, хирургической помощи и обследованию пациентов. В профильном ведомстве региона отмечают, действительно, в Коми финансирование на дорогостоящее лекарственное лечение выросло значительно. Сегодня на эти цели тратится порядка миллиарда рублей. По словам медиков, именно современные препараты повышают выживаемость страдающих раком. У пациентов наступает длительная ремиссия. Во многом положительный результат дает и современное оборудование. Высокотехнологичные аппараты у человека опухоль выявляет на ранних этапах недуга. Поэтому на оснащение медицинских организаций, оказывающих помощь пациентам с онкологическими заболеваниями, выделяют тоже немалые средства. В 2020 году, например, направят более 200 миллионов рублей. По закупкам оборудования в адрес онкологического диспансера закупается ускорительный комплекс современный, закупается мультиспиральный компьютерный томограф, эндоскопическое оборудование для урологических операций. Кроме того, закупаются мультиспиральные компьютерные томографы в Эжвинскую поликлинику, в Сыктывкарскую городскую поликлинику. Закупается и другое оборудование, закупаются ультразвуковые аппараты. Обновили и оборудование лучевой терапии. Теперь жителям республики не надо ехать в федеральные центры. Их лечат на месте. Кроме того, в Коми для онкологических пациентов открываются отделения с паллиативными койками. И не только. На сегодня в программе, утвержденной распоряжением правительства, в республике откроются 4 центра амбулаторной онкологической помощи. На сегодня уже действует с 1 января в городе Ухта, и он работает достаточно успешно, проводится противоопухолевая терапия в условиях дневного стационара. Планируется в октябре открыть 2 центра амбулаторной помощи в городе Сыктывкар на базе 3-й городской поликлиники и на базе Эжвинской городской поликлиники. И 4-й центр планируется в городе Воркута. Специалисты из медицинского исследовательского центра увиденным остались довольны и предложили рекомендации, как сделать работу онкологов еще лучше. Например, можно увеличить количество пластических операций. Особенно это касается маммологии. А еще посоветовали больше пациентов отправлять на молекулярно-генетические исследования к ним в институт. Эта ДНК-диагностика позволяет поставить врачу точный диагноз больного и выработать ему индивидуальное эффективное лечение. Елена Кононова, Олег Юшков, телеканал Юрга.